Приветствую уважаемых телезрителей и радиослушателей. В эфире программа «Профессор. Доступно о важном». И я автор и ведущий, профессор юридического факультета Северо-Восточного федерального университета, доктор юридических наук Александр Николаевич Кимкимен. Сегодня тема нашей передачи обозначена как «Физкультурное образование, теория и практика в свете современных вызовов». Безусловно, мы понимаем роль физической культуры и спорта в нашем обществе. Вот почему мы пригласили в нашу студию уважаемого гостя, директора Института физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, кандидата педагогических наук, доцента Николая Ефимовича Гоголева. Добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Рад вас видеть. Все думают, что профессора, ректора, директора – это люди, может быть, из какого-то другого теста, но я в каждой своей передаче хочу проиллюстрировать, что это самые обычные люди, которые были целеустремленными, которые были увлечены наукой, увлечены сферой образования. Вот почему я пригласил вас и хотел бы первый вопрос задать с того, как все начиналось, где вы родились, в какой школе учились и когда начали заниматься физической культурой и спортом. Спасибо за вопрос, Александр Ильич. Да, действительно, директора, ректора, руководители, они тоже имели такую связь с каким-то селой, например, да, где-то Улусом, район, или кто-то родился в городе Якутском, но он откуда-то начал свое дело. Я родился в Намском Улусе, селом Намский район, и село Намсы, да, сам из села Мадут, учился там в Мадутской средней общеобразовательной школе. Мама работала библиотекаршей, потом она в детском саду работала, Екатерина Николаевна. Отец, он фермер, потом он заместителем главы работал и строителем. И у меня есть братья, вместе родились. Сейчас после меня идет Ефим Ефимович, работает главой Мадутского наследия. Ефим Ефимович, Роман Ефимович работает тренером детско-юношеского спортивной школы Намской области имени Юмшанова. А младший брат сейчас он работает в городе Якутск, он предприниматель. Очень хорошо себя показал в этой сфере. Я рад ему. У нас семья большая, конечно же, я хотел бы благодарен своему отцу и маме, и матери. Отец нас приучал к чему-то труду, строительству в основном, мы дома строили на Намском Улусе. А мама учила именно вырастет огород, картошка, там всякие огурцы, помидоры, свекла, поэтому все, что в детстве мы например, наши родители учились, все это приняли, и это сейчас помогает нам. Я сам когда учился в школе Мадутском, там на бригаде работал в сенокос селе. И, конечно, там разводили коров, там, много там чего есть. Сами знаете, деревенская, очень прекрасно, до сих пор вспоминается. Прекрасно. А каким видом спорта начали увлекаться? Я с детства увлекаюсь вольной борьбой. Я сам борец вольного стиля. Занимался борьбой хапсагай. Первый тренер у меня отец, и потом мне отец передал Егору Николаевичу Алексееву, мастер спорта международного класса по вольной борьбе. Он меня учил. Я там учился, потом надо в Улусе, в центре надо тренироваться, так сказали. И перешел учиться в Намской гимназии. Там учился и тренировался. Результаты были хорошие. И потом уже подумали, давай, иди в другую школу, больше серьезно тренироваться, чтобы добиться определенных успехов. И одновременно хорошо учился, сам был хорошистом и так далее. Пятерок было мало, но старался учиться. Но я был настырным парнем, добивался успехов. Если поставил задачу, все равно надо сделать. И уже с 9 класса учился в Чуропчинском спортивной школе-интернате Дмитрия Шкуркина. Там же окончил школу. И в 11 классе
всей школы меня как бы выбрали президентом школы. Оттуда все у меня началась вся моя вот карьерная лестница, что такое руководить, управлять. Участвовал в конференциях, олимпиадах. В спорте, конечно, результаты были, а результаты участия в конференциях, олимпиадах и ну, как бы школы, например, там дети тоже выступали, там одноклассники, там низкий класс, они тоже участвовали. Ну, вообще прекрасное время было. Ну вот завтра у нас будет подведение итогов в целом по отрасли физическая культура и спорт. Нам предстоит провести большое совещание с руководителями спорта наших муниципальных образований. Сегодня у нас идет съезд, 3-й съезд представительных органов местного самоуправления. Обсуждаются самые актуальные вопросы, в том числе проект закона Республики Саха-Якутия о местном самоуправлении. Ну и мы знаем, что физическая культура и спорт — это для наших граждан является одним из способов самовыражения. Завтра у нас также пройдет заседание коллегии Министерства по физической культуре и спорту. Будет также чествование лучших спортсменов по итогам 2025 спортивного года. Ну и в университете это все будет происходить, в том числе в культурном центре СВФУ будет бал чемпионов в субботу. Вот оценивая итоги и результаты деятельности Института физической культуры за прошедший период, вот как бы вы их оценили и на что сделали бы акцент? Я бы... Ну вот, конечно, Северо-Восточный федеральный университет, она имеет важную роль в развитии региона. Направлений деятельности очень много, и наша сторона, именно важность, ну как бы, дело нашего института – это образование и наука в физической культуре и спорта. Мы должны готовить качественных специалистов по всем уровням образования, начиная с бакалавриата, с магистратуры и аспирантуры. У нас система образования и науки очень серьезно мы выстроили. Согласно определенных стандартов, сами знаете, стандарты разрабатывают исходя определенных нормативных баз, вот поэтому мы эту систему очень серьезно выстроили. У нас сейчас уже в последующем у нас все это будет меняться. С 2027 года мы полностью переходим на другую систему образования. Это у нас будет базовая квалификация, потом специализированная квалификация и высшая квалификация. Уже другое будет. Если раньше наши работники в сфере физической культуры и спорта работали, чтобы достигали определенных успехов по карьерной лестнице, сейчас уже по-другому будет. Там не категорийность будет, а уровень квалификации. Вот поэтому я хотел бы сказать своим коллегам, которые работают сейчас, действительно работают учителями физической культуры, тренерами физической культуры, они достигали именно квалификационные уровни. Если они хотят быть работниками, например, в сфере физической культуры, учителем физической культуры, он должен иметь минимум базовую квалификацию. Либо он хочет иметь руководителем, стать руководителем учреждения, он должен иметь минимум специализированную квалификацию. А если он хочет стать еще выше, быть на каком-то уровне должности, он должен иметь высшую квалификацию. Вот поэтому в этот час очень серьезно ведется. Поэтому мы знаем, что в советское время вот этот закон о системе высшего образования, не высшего образования, она выстроена очень четко. Мы ждем вот такую нормативную базу, чтобы у нас в Российской Федерации была такая система образования, и чтобы мы готовили специалистов, качественных специалистов с хорошими научными потенциалами. Сейчас же я не говорю там всем, что кто-то там плохо работает, неплохо. Чтобы достигать определенных успехов, особенно в спорте, для достижения высшего спортивного мастерства и получить медаль Олимпийских игр, здесь тренер должен быть квалифицирован, должен знать все методики занятий, должен разрабатывать очень хорошо она называется образовательной, но программы спортивной подготовки. Как раз по разработке спортивных программ у меня будет завтра доклад, вот на совещании работников физической культуры и спорта буду докладывать именно по оптимизации спортивной подготовки
система спортивной подготовки, как она должна быть. Мгм. Ну, общую суть, потом посмотрим, какая будет. И в последующем, в следующем году, в новом году, проведем стратегическую сессию, соберем всех, ну, желающих, которые стать ведущим тренером или учителем физическим, соберем и проведем такую стратегическую сессию, и будет, построим новую модель системы спортивной подготовки в Республике Саха-Якутия. Ну, это будет идея, и мы это предоставим моему другу. С ним мы постоянно боролись с детства. Это Леонид Николаевич, теперь он министр спорта. Посмотрит, если он одобрит, то система спортивной подготовки республики выйдет на новый уровень, думаю. Очень серьезно. Поэтому мы, исходя из опыта работы, меня же назначили директором, сперва исполняющим директором в 2019 году, были определенные проблемы в системе образования, физкультурное образование. Поэтому как бы настырно, Анатолий Николаевич, готовься, ты станешь директором, давайте, и поставим цель, задачу. Я принял это, потому что мне доверяют что-то сделать, да. И с 2020 года мы работали именно по изменению именно образовательного процесса в нашем университете. В университете именно физкультурное образование. Для меня в нашей работе мы очень серьезно выезжали, у меня есть наставники, в том числе вы, Александр Николаевич, по нормативной базе меня обучали. У меня есть научные наставники Александр Александрович Горелов, Ольга Геннадьевна. Мои учителя были Валерий Патинович, Николай Калинович, Йосифович Портнягин. Их школа тоже есть, ну и разные школы у меня есть. Вот поэтому я благодарен. И, конечно же, моя команда очень хорошо работает. И я даже благодарен своему нашим работникам, моим заместителям Никите Васильевичу, заместителю образовательной деятельности Мария Семеновна. И до этого Афанасий Афанасьевич работал, тоже очень хорошо работал, тоже благодарен ему. И, конечно же, моим заведующим Егору Петровичу Кудрину. Сейчас он находится, участвует в специальной военной операции, как заведующий, к настоящему уже придет, дальше продолжит свою работу. Сейчас Арьяну Егоровичу благодарен. Сейчас Никита Васильевич, Олесов Николай Петрович, он мой однокурсник, доктор наук. Тоже вместе с ним работаем и что-то делаем, в целях, например, его часть — это развитие студенческого спорта в нашем университете. Наши сборные принимают участие там в российских соревнованиях, на всероссийских соревнованиях и так далее. Ну и мы подумали, каким образом у нас система высшего образования, физкультурное образование в университете, какая должна быть. Очень много изучал, я выезжал по всей территории Российской Федерации, изучал, получал консультации и так далее. Министерство получали консультации, это высшее образование, науки, Министерство спорта спрашивали, и у других коллег из Калининграда, Санкт-Петербурга, Хабаровска, у учителя моего наставника Сергея Славича спрашивают, Добровольского тоже спрашивали, какая должна быть. Они мне всегда говорили очень просто. Тут определенная система должна быть, и система, все так, одним мыслям почему-то так говорят. А у меня в голове все это есть. Это все мы проходили. Мы же люди Советского Союза. Там рынок, это современность. Вот поэтому это знаем. Вот смотрите, мне импонирует то, что вы всегда держите курс на то, чтобы наука имела практическое значение, да, и была практика ориентированной. И вам стоило больших усилий создать диссертационный совет при Институте физической культуры, который сегодня очень активно, плодотворно работает под руководством Алексея Иннокентьевича Голикова, и Ольга Геннадьевна Румба, как ответ-секретарь этого диссертационного совета, тоже проводит очень такую большую работу. Вот в этом плане вы продолжаете традиции своих учителей, того же Николая Калиновича Шамаева, Валерия Пантелеймоновича Кочнева. Вот недавно я участвовал в вашей конференции, которая была посвящена этим двум выдающимся профессорам. Вот как вы видите именно вот это соотношение и что вас побудило именно действовать таким образом? Значит, я видел, давно это наблюдается,
есть проблемы в этой части именно по подготовке кадров, высококвалифицированных кадров. На базовой квалификации останавливались, дальше ничего нету. Сразу постоянно никто не добивается квалификации, высшей квалификации, там аспирантура, докторантура, там их было мало. Вообще система высшего образования, я как думаю, это исходя из анализа научно-методической литературы, статей, разных публикаций, да, книг, там, она, оказывается, у нас устраивается сверху, именно по установке наших проекторов. Они же тоже, для них отдельные индикаторы. В образовательной деятельности у моего наставника Алексея Никитича свои индикаторы. По финансовой деятельности у моего наставника Герасима Николаевича свои индикаторы. Они должны быть взаимосвязи. По науке Евгений Эдуардовича тоже свои индикаторы. Они должны давать определенные плоды. Это четко видно по линии горизонтально. Вертикально совсем по-другому она смотрится. Это успех. Это уже управляется нашим Анатолием Николаевичем. И мы со своей командой подумали, изучая все эти источники, мы видим, каким образом. Вообще, работа кафедр, они называются высшая школа, школой называются в переводе кафедры, они должны выстраиваться на основании определенного вышестоящей специальности. Вышестоящая специальность для нас это научные специальности, которые мы создали диссертационный совет по двум научным специальностям. Это теория физической культуры и спорта, то есть физической культуры и профессиональной физической подготовки, и теория методика спорта. Они у нас сверху. И вот благодаря деятельности, серьезной работе эксперта ВАКа Александра Александровича, сейчас у нас специальность уже по-другому называется. Раньше все вместе было 13, 12, 4. Сейчас 2. Эти два направления полностью соответствуют, исходя из номенклатур, соответствуют нашим названиям кафедр. Вот пирамидно вот так должно быть. Физическое воспитание есть у нас, физическая культура, теория физической культуры и спорт есть, спортивно-педагогические дисциплины, туризм есть, национальные виды спорта, медико-биологические дисциплины и туризм есть. И у нас есть учебно-научный центр, который отвечает именно практике научно-исследовательской работе студентов, магистров, аспирантов, докторантов. И у нас есть партнеры, у нас есть база. И вот эти связи, направления отвечают всем номенклатурам высшей. Поэтому здесь у нас есть ступени, там мы наблюдаем это за всеми ребятами. Поэтому мы стараемся, чтобы слепить детей, то есть не слепить детей, а слепить специалистов высшей квалификации со школьных скамей. Мы проводим мероприятия. Это разные мероприятия, научные мероприятия есть, образовательные мероприятия есть. Мы участвуем в шаге будущее, там смотрим детей и отбираем детей, чтобы они поступали к нам, учились, потом поступали, бакалавриат, потом магистратура, потом аспирантура, тоже смотрим. У нас есть резерв. Поэтому мы отдельно систему построили и видим так, чтобы в будущем нашей республике выйдут очень серьезные такие специалисты высшей квалификации. И вот диссертационный совет, который мы создали моей командой, активно мои заместители очень продвинули, доверие есть, поэтому мы готовы серьезно работать именно на развитии региона в области физкультурного образования. Сейчас же закон скоро поменяется. Скорее всего, если физическая культура это самая высшая часть, потом там делится. Это спорт, массовый спорт, адаптивная физическая культура, адаптивный спорт. Действительно, это очень важно, чтобы научная составляющая, кадровая составляющая, они соответствовали духу времени. Как вы говорите, сейчас у нас будет переход от болонской системы к своей традиционной. И с этой точки зрения я думаю, что действительно нам надо будет перестраиваться. Уважаемые телезрители и радиослушатели, я хотел сказать, что нам помогает режиссер Мария Новгородова, и
Николай Слепцов Айдын. Я хотел бы отметить, что будьте с нами, потому что во второй части будет тоже очень интересная беседа. Еще раз приветствую дорогих телезрителей и радиослушателей. В эфире программа «Профессор доступно о важном», и я, автор и ведущий Кимкимен Александр Николаевич. Хотел бы отметить, что сегодня тема нашей передачи – это физкультурное образование, теория и практика в свете современных вызовов. Ну, конечно, вот я даже когда представляю свою жизнь в какой-то мере, истоки достижений, всегда благодарен спорту. Недавно я был на юбилейном вечере 50-летия Хангаласской детской юношеской спортивной школы. Ну и выступая перед участниками этого торжественного заседания, я говорил, что я всецело благодарен Покровскому ДЮСШ и своим тренерам. Хотел бы отметить, что действительно в то время директором был Кривошапкин Петр Петрович, потом был Гуляев Дмитрий Дмитриевич, Дмитриев Аркадий Андреевич, да, вот такие, Григорьев Иван Михайлович. Ну и сейчас, конечно, большой коллектив под руководством Сергея Павловича Абрамова проводит большую работу. Я очень благодарен Гумару Вениаминовичу Галибарову и своему тренеру по настольному теннису Тарану Евгению Ануфричу. Вообще я начинал заниматься ручным мячом, это гандбол. Это было первое такое отделение под руководством Алексея Петровича Шестакова. Но благодаря Тарану Евгению Ануфричу я все-таки научился во всех ипостасях владеть великим русским языком, потому что действительно научился понимать анекдоты, общаться с людьми и так далее. И здесь я хотел бы отметить, что очень важно то, что мы гордимся другими нашими выпускниками, например, Леонидом Николаевичем Спиридоновым, двукратным участником Олимпийских игр. Он был каждый раз в шаге от медали. Я бы представлял вообще его двукратным абсолютным олимпийским чемпионом, но судьба бывает не всегда благосклонна, хотя он этого достоин. Петр Киприянов, герой России, человек, который в рамках ведения специальной военной операции действительно такой совершил подвиг, рискуя жизнью, выполнял боевые задачи. Ну и здесь, конечно, я хотел бы, обращаясь к вам, поблагодарить вас, потому что в коллективе Хангаласского ДЮСШ работают ваши многие выпускники, и следуя этому, я хотел бы спросить у вас, в рамках деятельности Института физической культуры, конечно, каждый вуз гордится своими выпускниками, и кого бы вы могли сегодня тоже в этой части отметить. Ну и у вас есть возможность поздравить Хангаласское ДЮСШ, своих коллег. Да, действительно, Хангаласское ДЮСШ является нашим партнером именно образование, физкультурное образование. Наши студенты там проходят практику, согласно договоров и так далее. Ну, пользуясь случаем, я хотел бы, весь коллектив Хангаласского ДЮСШ хотел поздравить с 50-летием юбилеем, потому что это очень важный момент исторический, так как в период жизни ДЮСШ, развития ДЮСШ, работали очень много известных людей, всех знаем прекрасно. Там работают действительно наши выпускники, до сих пор трудятся и развивают спорт. От детского спорта к спорту высших достижений. Но самое главное здесь почему-то все через студенческий спорт проходят и достигают высокие результаты. Раньше также было. Да, Буревестник. Да. Буревестник. Сейчас буревестник развивается, восстанавливается, и новым подходом сейчас будет входить новая система физкультурно-спортивной. С юбилеем детской спортивной школы Хангаласского вуза. Я думаю, что это им будет очень приятно. Да, Леонид Николаевич, да, мы вместе боролись. Да. Ну и, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить нашего министра по физической культуре и спорту Леонида Николаевича Спиридонова с его 45-летним юбилеем. Да, как раз это было позавчера. Пожелать ему всяческих успехов для развития спорта, потому что спорт действительно это основа здорового образа жизни, это основа личного успеха каждого человека.
потому что через спорт человек приобретает важные качества, как целеустремленность, воля к победе, приобретает большое количество друзей, с которыми он идет по жизни. Ну вот, говоря о ваших выпускниках, пожалуйста, расскажите о ваших выпускниках. Вот, да, у нас выпускников очень много, много, уже более где-то около 6 тысяч выпускников мы выпустили. Ну, начало с 80-х годов, когда мы создали, когда создана кафедра физического воспитания, потом отделение, потом факультет, потом институт физической культуры и спорта, и очень много выпускников. Там это разные системы образования. Ну и вот, например, вот у нас, как вошел ФГОС, федеральный государственный стандарт, у нас здесь были большие проблемы именно по предоставлению материалами, например, нашим студентам. Ну, конечно, были трудности, но и сейчас мы поменяли полностью систему высшего образования. Занятия у нас качественные, длинные, поточные. Например, базовые виды спорта очень хорошо длинно. В течение 3 лет мы проводим гимнастику, базовый волейбол, баскетбол, там подвижные игры, туризм у нас все это, плавание, все это проходит. И через это все проходят, наши выпускники. И теория физической культуры и спорта, методика физической культуры и спорта, тоже все это. Профильные дисциплины им по профилям тоже есть. Это все проходит. Мы гордимся нашими студентами, выпускниками. Сейчас у нас знаменитые, сейчас в рекламе постоянно показывают нашего Сдючкова Бориса. Вот наш выпускник. Прошлые, это Дьяконов Николай тоже. Все дыгыновцы, участники Дыгына, победители Дыгына, это наши выпускники. Вот. По вольной борьбе, смотри, не смотри, там наши выпускники. Сборная команда Республики Саха-Якутия, наши студенты, наши выпускники, которые участвуют из разных стран и защищают честь этих стран, Узбекистана, Таджикистана. Это тоже наши выпускники, наши студенты. И когда вот выходим на пьедестал, или когда-то идем, например, участвуем на соревнованиях, все наши выпускники. Когда, например, организуешь какие-то определенные конференции, форумы, конгрессы, сразу отзываются наши: давайте мы все придем, у нас есть специальный чат, выпускники и Эвкис Чулувалаттара, все есть там, мы все обсуждаем спокойно. Да. Все приходят, отзываются очень хорошо. Выпускников в разных сферах деятельности очень много. В МВД есть, в МЧС есть, ФСБ есть, Росгвардии есть, в военном деле есть, там оборонники есть. И в основном все учителя физической культуры и работают тренерами. И вот в городе зайди, вот в Десушале, в школу или куда, там наши выпускники работают. И благодарят нас о том, что мы построили хорошую систему, за то, что мы их учили, готовили стать хорошими специалистами и ведущими специалистами. Это очень важно. Ну да, вот действительно, вот та школа, которая была заложена Николаем Калиновичем Шамаевым, да, Валерием Пантелеймоновичем Кочневым, ну и вспомним Дмитрия Николаевича Платонова, да, который вас учил, был многие годы директором. Вообще вот эта профессура, сохраняя эти традиции, вы становитесь сильнее, богаче. И вот с этой точки зрения вы ежегодно проводится турнир памяти Валерия Пантелеймоновича Кочнева. Мы считаем, что развитие национальных видов спорта — это очень важный аспект, потому что вот в этом году мы отмечаем 20-летие признания ЮНЕСКО Аланхо шедевром нематериального культурного наследия человечества. И я всегда говорю, в том числе, когда общаюсь с Андреем Савичем Борисовым, что Аланхо — это не только источник устного народного творчества нашего народа, а мы должны иметь механизмы реализации высоких идей Аланхо. Вот почему я помню, вот в этом году мы успешно провели 22-е игры Манчары в Татинском Улусе. И на родине Платона Алексеевича Аюнского мы презентовали книгу, вы были участником этой презентации, книга «Батур Таркалюнелере»,
Нюргун Батур, Онна Батур, Даркалюнеля. То есть традиции заложенные и идеи, заложенные в Аланхо, сегодня реализуются через игры наших предков. И мы, конечно же, очень гордимся тем, что мы их привнесли в 21 век. Более того, такие виды спорта, как масс-рестлинг, как борьба хапсагай, уже получили всемирную прописку. Да? На примере масс-рестлинга мы можем проиллюстрировать, что сегодня в рядах Международной Федерации масс-рестлинга уже более 65 стран. И наш президент Александр Константинович Акимов всегда говорит, что у нас есть большой резерв. И я уверен, что мы доведем это количество до 100, и мы будем претендовать на то, чтобы, как говорил наш общенациональный лидер Владимир Владимирович Путин, о том, чтобы продвигать национальные виды спорта народов России в олимпийскую программу. Это он говорил 19 февраля 2013 года. И я считаю, что наш глава Арсений Сергеевич Николаев, когда ставил задачу до 2036 года действительно добиться этого. И я думаю, что в этом направлении мы видим роль Института физической культуры, потому что мы в 2001 году, во времена, когда еще Анатолий Николаевич Алексеев был ректором нашего Якутского госуниверситета, вышли с инициативой о необходимости создания кафедры по национальным видам спорта. И он с этим согласился, и Валерий Пантелеймонович начал эту работу. И вот в этом смысле, как вы видите потенциал наших национальных видов спорта и какие исследования проводятся. Вот недавно Захарова защищала кандидатскую диссертацию. Много диссертаций защищено по проблеме и активным таким аспектом развития национальных видов спорта, которые заложены были нашим патриархом Валерием Пантелеймоновичем. Хотелось бы, чтобы из ваших уст услышать комментарий. Да, действительно, это очень актуальный вопрос именно по развитию национальных видов спорта на территории Российской Федерации. Вот, поэтому мы, вот, исходя из номенклатуры научных специальностей, двум научным специальностям, мы кафедры разделили на 4 части. И там, согласно регламентам, нормативным, да, мы кафедру физического воспитания включили там. Вот поэтому по теме национальных видов спорта уже спокойно в нашем диссертационном совете могут защищаться. Самое главное пройти хорошую апробацию на наших кафедрах и пройти предзащиту. И все работы должны выполниться на Северо-Восточном федеральном университете. В Северо-Восточном федеральном университете. Тогда спокойно мы можем представить в народе, что есть национальные виды спорта, как масс-рестлинг, с хорошим обоснованием, с хорошими методиками, тренировками, с хорошими стандартами, тогда, новыми стандартами по борьбе хапсагай, по якутским настольным играм и так далее. Наша страна, Российская Федерация, богата народами. У каждого народа есть национальные виды спорта. И эти национальные виды спорта мы примем. И будем продвигать с научными доказательствами, обоснованно, с хорошими цифрами, расчетами и так далее. Вот мы сейчас работаем в практической части, одновременно теоретической части. Теоретической части мы обучаем, готовим специалистов. Практической части они делятся, например, тоже практикоориентированные образовательные процессы, в то же время соревнования тоже проводим. Там мы тоже смотрим ребят, наблюдаем, собираем резерв, пишем для себя, чтобы они к нам поступали. И мы одновременно тоже, чтобы эти виды спорта развивались, мы создали ассоциацию студенческой лиги масс-рестлинга, президентом которой является наш ректор Анатолий Николаевич Николаев. И учредителями являются как раз Международная Федерация масс-рестлинга и Всероссийская Федерация масс-рестлинга. И мы вместе, вы сами тоже участник в этой ассоциации, и продвигаем масс-рестлинг. Проводим всероссийские турниры, чемпионаты Российской Федерации
России по масс-рестлингу. Да, это очень здорово, когда среди студенчества, я вот помню, в Монголии мы приняли специальную декларацию развития студенческого масс-рестлинга, потому что мы видим в этом потенциал для большего распространения масс-рестлинга. Здесь я хотел бы отметить, что мы гордимся тем, что мы являемся единственным субъектом Российской Федерации, где есть отдельный республиканский центр национальных видов спорта, который многие годы успешно возглавлял Григорьев Иннокентий Юрьевич. Гаврил Михайлович Махначевский работал, ну и сегодня очень плодотворно трудится Геннадий Анатольевич Васильев. Ну и мы с Геннадием Анатольевичем вот в этой части действительно реализации высоких идей Алан-Хо работаем. И хотел бы поблагодарить Геннадия Анатольевича, очень большую работу провел по тому, чтобы те термины спортивные, да, именно на якутском языке были должным образом легитимизированы, да, и они уже апробированы в рамках 22-х игр Манчары. Ну и хотелось бы отметить, что сейчас будет проводиться большая работа по тому, чтобы создать такой некий консорциум с Национальной библиотекой, да, вот с факультетом нашего университета по языку нашему, да, и вот мы должны проводить такие дебаты для того, чтобы наш народ понял, да, что именно реализация этих идей приведет к тому, что мы будем сохранять свои традиционные ценности. Это культурология. И я думаю, да, Институт физической культуры, безусловно, не останется в стороне от этой работы, да. Ну и, конечно, вот я, пользуясь случаем, хотел бы вас поблагодарить за нашу очень содержательную беседу, да. И я знаю, что вы проводите большую работу по самым разным видам спорта, да. Вот я, пользуясь случаем, хотел бы отметить, что буквально послезавтра, в субботу-воскресенье, у нас будет проводиться турнир братьев Дагартуровых по настольному теннису. Это Станислав, Александр и Михаил, которые достигли очень больших успехов. Начиная с Чурапчи, они достигли высот на республиканском уровне, на межрегиональном уровне и на уровне страны. Поэтому мы отдаем должное памяти этих выдающихся людей. Ну и хотелось бы пожелать вам больших успехов, потому что накануне Нового года каждый раз мы желаем друг другу успехов. И я бы хотел, чтобы вы тоже, пользуясь этим случаем, могли бы поздравить всех тех, кто вам близок. Пожалуйста. Да, действительно. У нас разносферная вот такая работа. Работаем с разными партнерами. Вот НХЗ, Намигунский хлебозавод, руководитель Вячеслав Анатольевич с ним, и совместно Геннадием Анатольевичем, и наш институт, группа, научная группа моего заместителя по науке Никифоров Никиты Васильевича сейчас разрабатывают стандарты именно по борьбе Хапсага. Тогда что будет вот этот стандарт и по другим направлениям. И другие наши коллеги, я хотел бы всех поздравить, особенно свой коллектив, Институт физической культуры и спорта, мой родной, я там уже 22 года работаю, всех ассистентов, всех старших преподавателей, доцентов, профессоров, там, поздравить и руководство нашего университета, поздравить с наступающим Новым годом, чтобы у них все было удачно. Присоединяемся, дружите со спортом, будьте здоровы и оптимистичны.